Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И я думаю, что многие из горожан, да и жителей республики знают, что в Якутске открылся достаточно интересный кластер. Называется он «Квартал труда». И интересен он тем, что здесь консолидировано много-много разных организаций, которые связаны с креативом, видео, звуковой продакшн. И сейчас мы начнем наш выпуск с этой XR-студии. Интересна она тем, что тут достаточно высокие технологии используются, но обо всем мы узнаем в процессе нашего выпуска. Испытано на себе. Но перед тем, как познакомиться с XR-студией, давайте мы познакомимся в целом про кластер, в котором мы находимся. Рядом со мной Дмитрий Кольцов, он кинорежиссер, руководитель медиалаб креативного кластера «Квартал труда». Я думаю, что он лучше всех может рассказать нам вообще, что это такое и почему этот проект уникальный. Во-первых, впервые вообще в истории и на Дальнем Востоке такое большое количество нужных современных инструментов объединено в одном пространстве. Кроме этих инструментов, в этом пространстве объединены разные специалисты разных направлений креативных индустрий. Тут и ребята, которые делают анимацию, тут ребята, которые занимаются записью музыки, цветокорректоры, девочки, которые занимаются модой, и огромное количество всех людей, которые делают нашу жизнь красивее, интереснее и делают какой-то контент. Самое главное то, что все общаются, и все эти небольшие коллаборации, а когда-то и большие коллаборации, рождают какие-то очень интересные новые проекты. Ну, в частности, сейчас мы находимся в зоне Media Lab. Здесь у нас объединено несколько студий. Студия XR, технология, которая не так давно появилась в Голливуде, а именно проект «Мандалорец», студия цветокоррекции и студия сведения кинотеатрального звука, плюс студия звукозаписи. Студию XR мы показываем студию XR? Ну, мы поподробнее, про нее расскажем. Можем в целом... Давайте, наверное, покажу студию сведения звука. Когда мы работаем в кино, одна из самых больших проблем у наших киношников, а именно у звукорежиссеров, заключалась в том, что в финале, после того, как уже звук записали, надо сводить звук по кинотеатральным шаблонам. Это так называемый 5.1 или 5.1, 7.1, да? Финальное сведение. Ребята арендовали кинотеатральные залы ночью в 4, 5 утра, пока никого нету. Да, притаскивали свое оборудование, подключались к этому звуку и ночью доводили все до идеала. То есть они у себя в студии делали первичное сведение, а потом финальное сведение уже делали в кинотеатре. Вот студия сведения кинотеатрального звука, она как раз у нас создана для того, чтобы эту проблему решить. Здесь у нас правильный экран, правильная звукоизоляция, правильные звуковые отражения и правильное профессиональное оборудование. Здесь доводится звук, так скажем, до идеала. Здесь у нас могут присутствовать звукорежиссер, здесь у нас могут присутствовать продюсер, режиссер и все, кто заинтересован в качестве финальной звуковой дорожки. Но кроме звука еще существует такое понятие, как цветокоррекция. Практически все фильмы, после того, как их сняли, они практически все имеют одну одинаковую картинку, одинаковую цветовую гамму. После чего при присутствии режиссера цветокорректор делает картинку по настроению, подходящей к той или иной сцене, к тому или иному сюжету. Для этого у нас построена еще одна студия. Это называется студия цветокоррекции. Пойдемте, я вам покажу. Вот представляю вам студию цветокоррекции. Здесь установлен профессиональный проектор DCP и профессиональный правильный экран.
Дело в том, что у большинства, в большинстве сейчас, на сегодняшний день, в большинстве кинотеатров установлен DCP-проектор. Это стандарт, который работает по всему миру. И когда мы делаем цветокоррекцию у себя в студии, после этого мы приходим в кинотеатр, и в моем случае, допустим, на моем проекте было так, я прихожу в кинотеатр и смотрю, потому что DCP дает свою особенную картинку. Я смотрю, допустим, сцена такая-то, кадр такой-то, немножко не хватает зеленого в тенях. Ничего Здесь себе. где-то пересвет, потому что DCP дает свою своеобразную картинку, и для нас очень важно увидеть уже финальную картинку, ту, которая проходит через проектор и проектируется непосредственно на экран. А обратный вопрос, если, допустим, свести все для DCP экрана, да, для кинотеатра, будет ли картинка такая же на, допустим, Ну, вообще потом? DCP это на сегодняшний день как стандарт. То есть если мы правильно, скажем так, откалибровались на DCP и подогнали картинку под этот экран, то в других, там, на телевизоре, еще где-то, она не будет проигрывать. Но на самом деле для телеканалов, для каких-то кабельных каналов все равно подразумевается чуть своя картинка, немножко другой контраст. Так же, как и звук, так же, как и частота кадров. Если в кино у нас частота кадров 24 кадра в секунду, ну такой принятый стандарт, хотя можно и 25, можно и 48, эксперименты такие не раз велись, то на телеканалах у нас должен быть 25 кадров в секунду. Поэтому вот эта студия, она как раз дает нам возможность посмотреть финальную картинку уже непосредственно на экране. И тут вы тоже видите возможность просмотровки. Здесь уже финальная команда может посмотреть весь фильм уже в финальном цвете, с финальным звуком. Опять же, сделать какие-то свои корректировки. И сделать фильм, может быть, еще интереснее и лучше. Но самое главное, что вот эти возможности на сегодняшний день, они очень доступны, и это все делалось и создавалось непосредственно для наших киношников. Вот вы видите, Кстати, вот интересно сейчас. вот это уже финальная картинка, а вся изначальная картинка идет вот в таком формате. Она немножко, Более плоская. она такая ненасыщенная, такие более пастельные тона. А после того, как мы делаем цветокоррекцию, цветокоррекция делается непосредственно по настроению той или иной сцены. Допустим, в «Трансформерах», если вы помните, у них очень такой большой контраст. В тенях такие зеленоватые тени, такие жирные. А здесь все оранжевое, все, что светлое. Это своя стилистика. Есть там стилистика, допустим, как у «Звездных войн», у последних диснеевских, у них ближе к такой диснеевской, более развлекательной, более детской цветовой гамме. Все, цветокоррекция — это то, чем режиссер и цветокорректор немножко меняют настроение восприятия картинки, так же, как и звук с помощью композитора. Вот, это студия, которая на сегодняшний день дает нашему якутскому кинематографу дополнительные возможности, очень ценный инструмент. И я думаю, что осенью будет очень большая загруженность у нас, потому что сейчас проекты снимаются, а осенью они будут рисоваться, корректироваться, сводиться. Ну а уже ближе к зиме мы будем видеть новые интересные фильмы и проекты. Да, здорово, будем ждать. Так. Ну что еще? У нас здесь есть студия звукозаписи. Конечно, самая главная студия, мы ее называем сердцем Media Lab, это студия XR. Студия XR, технология XR, Extended Reality, позволяет нам чуть меньше, сделать меньший объем постпродакшена, потому что если мы снимаем на зеленке, хотя зеленку никто не отменял, потому что зеленка — это классика, у которой все равно есть свои преимущества, которые у нее никто не отберет. А XR дает нам в первую очередь возможность сразу снимать сцену, которая выводится на экран, и камера реагирует
на датчики и программное обеспечение реагируют на движение камеры и подстраивают фон согласно углу обзора камеры. И за счет этого у нас нет ощущения, что есть какой-то экран, есть какие-то ограничения. Но одно из самых главных – это, конечно, освещение. Сейчас у нас здесь немножко зелененькое. Можете дать какое-нибудь, не знаю, там, облако, небо, что-нибудь? Просто показать, что… Ну, просто что-нибудь. Вот, вот сейчас мы включили небо. Если мы хотим снять персонажа, что он находится непосредственно на улице, то свет, который падает от верхнего экрана, он как раз нам позволяет добиться именно этого эффекта. Плюс остальные экраны тоже настраиваются в соответствии с запросами режиссера и постановщика, оператора. И мы получаем уже на выходе максимально качественную и интересную картинку. После того, как производится съемка здесь, оператор забирает снятый материал и уже передает непосредственно монтажеру. В отличие от зеленки, зеленку надо будет потом вырезать, надо будет подкладывать фоны. Этот процесс, эта технология позволяет нам сократить расходы на постпродакшн по времени, ну и по деньгам тоже. Тоже эта технология на сегодняшний день не так сильно развита. На Дальнем Востоке вообще практически нету. Есть в Москве несколько студий. И вот сегодня наши ребята находят какие-то новые решения, которые даже нету у московских студий. Где-то сами что-то программируют, где-то оптимизируют так, как не оптимизируют те, кто эту технологию придумал. Поэтому мы очень гордимся нашими людьми. Я думаю, что все эти новые технологии не просто дают нам возможности для будущего в кино, они дают нам возможности роста новых специалистов, которые и поведут за собой новое направление в нашем якутском кино, а именно графика, VFX. Точно. Вот. Ну, спасибо большое, Дмитрий. Мы благодарим. Дмитрий Спасибо, сейчас Саша. очень занятой человек, да, поэтому я думаю, сейчас мы со специалистами студии XR немножко еще ближе, да, то есть на практике познакомимся с этой достаточно уникальной студией и все вам подробно расскажем. Испытано на себе. Ну вот сейчас происходит настройка оборудования. Давайте познакомимся. Это Ян, специалист XR студии. Приветствую. Ян, расскажи нам про вообще студию, что она может. Я вообще слышал, что подобная студия, вот, которая вот за твоей спиной используется при съемках, в том числе даже фильмы из серии там, «Звездные войны», «Мандалорец». Да, вообще сама идея вышла от его непосредственно режиссера Джона Фавро. Он как бы первым задумался о том, чтобы сделать съемку поверх экранов, чтобы экраны воспроизводили полностью замену хромакея. И как бы впоследствии он развил данную тему, и в итоге мы работаем на его же технологии. Ага, то есть в целом, допустим, ну, хромакей, если так для наших зрителей, да, это, например, вот зеленый экран, вот давайте вам покажем, вот зеленый задник, на нем снимается актер, да, или, ну, объект какой-то, и затем вот этот зеленый цвет, он вырезается, соответственно, и туда можно поставить все, что угодно, Ага, грубо все говоря. что угодно. Но это сложный процесс, да? Да, это сложный процесс в процессе того, что надо правильно смоделировать цвет, во-первых, и очень много различных нюансов других. А данная технология позволяет нам сразу воспроизводить задний фон и накладывать реальный свет с самой сцены на актера, либо кого угодно. Ну, сейчас, сегодня, по-моему, после обеда, да, будет ближе к вечеру съемка здесь, ну, уже студия уже работает, а нам повезло, может быть, в том плане, что мы можем поучаствовать в процессе настройки. Вообще, много времени настраивается или сегодня какой у нас план работы, что мы будем делать? План работы мы сейчас сделаем откалибровку и запустим, вам покажем сам, как эта технология данная выглядит. Отлично, И вы отлично. походите с трекером. Хорошо? Хорошо. Так, это оставлять потом. Да, пусть вставляется, да, мы будем общаться. Сейчас. Так, ну, скорее всего, для такого объема работы нужен мощный компьютер, да? Или Да. тут, я вот вижу системный блок.
Вам его характеристики говорить, да? Да нет, не обязательно. Ну, он мощный, да? Да, он мощный. Просто Чтобы мощный такую компьютер. нагрузку. Прежде всего, наш движок, точнее не наш движок, а движок Unreal Engine позволяет рендерить прямо вживую. Допустим, другие программы, которые связаны с рендером, они стоят и очень долго работают. А Unreal Engine позволяет нам напрямую сразу видеть то, что происходит в рендере. То есть отклик вообще минимальный или практически нет его? Ну, Ну, минимально. задержки. Да. Ага. Так, сейчас мы сделаем быстренько и запустим. Ну, вот вы можете видеть на экране, скорее всего, какая-то сцена, я вижу, как пещера, да? какая-то. Да, это пещера О. Мамонта, которую мы делали для Орешкина. И, кстати, я почему-то думал, ну, скорее всего, есть предустановленные сцены, да, а вот, допустим, смоделировать свою сцену конкретно для определенного вот. клипа или фильма, Да, мы это можем. сложно? Вы сами делаете, да? Да, это? сами делаем. Ну, в принципе, зависит от самого заказа скорее, что человек пожелает. Допустим, он пожелал там невероятные корабли космические и все такое. В процессе это будет немного сложно, но вполне можно. Ну, в целом, да, я вижу, как ну, в обычном бытовом компьютере выбираются экраны, да, и это один большой экран или он разделен? Это один большой Один большой. и сверху. А, еще сверху. А сверху тоже проецируется как бы. Да, чтобы же самое. свет падал. Ну, это, А, он больше для света. да. Свет сцены. Ну, там можно походить. Сейчас мы включим, проверим. Так. Ты не тот уровень выбрал. О, что-то загрузилось. Это мы не Вот тот представляете, огромный рабочий стол, да? Вот, представляете, садитесь дома или в офисе за компьютер, и у вас во всю стену рабочий стол Windows. уровень. Вот. А, это что у тебя в руке? Это называется трекер. Трекер. Ага. Она крепится на камеру, то есть оператор сидит, подставляет под нее, и мы корректно делаем свет, чтобы вы видите, допустим, наш реальный и задний мир со светом совпадал. Тогда в камере происходит ну, как бы полное погружение. Ага, так, подожди-ка, про какой свет ты говоришь? Свет нашей земли, вот песок вы видите? А, вот, да. Ага. И надо, чтобы вот этот совпадал с тем. А, Правильно. сейчас происходит настройка, да? будет? Нет, ну это мы пока можем, да, в принципе, настраивать. Данная технология вот позволяет полностью показывать, крепится камера. То есть, если так объяснить, то вот здесь, представьте, в руке у меня камера, да, и она снимает вот в эту сторону, да? Да, лучше вот, наверное, сюда встать. И под четкую камеру с диафрагмой, я честно не знаю, в камерах особо сильно не разбираюсь. И у вас свет, задник должен быть полностью светить. Ну, то есть она крепится к камере, и актер уже играет. Параллельно ему позволяет возможность видеть, где он. Допустим, Чтобы лучше чувствовать сцену. да. Например, на хромакее такое, наверное, сложно сделать, да? Вы, наверное, видели вот видео с бэкстейдж, да, со съемок фильмов голливудских. Люди бегают просто в зеленых костюмах, в зеленом пространстве или в синем. И я всегда думал, насколько быть нужно хорошим актером, чтобы вот так отыгрывать, да? А здесь это позволяет все видеть, Да, то есть это- вы видите атмосферу. Позволяет ему видеть, во-первых, и он уже может, как бы, исходя из этого, выполнять свою роль. Мы, я думаю, потом, ну, нашими... вот сейчас наш оператор Георгий взял трекер и примерно попробует показать. Получается, да? Давай-ка сейчас смотри. Мы сейчас чуть-чуть приблизим зум. Так, зум. Наша камера, конечно, не профессиональная, но Ну тем да. не менее принцип, думаю, будет понятен. То есть фишка в чем? Герой стоит, а вся сцена динамически в 3D двигается вокруг него. Прямо И, сейчас в реальном времени рендерится. и вот кажется, что, ну, да, тут надо, конечно, настройки света сделать и так далее, но тем не мы менее. пока это не делаем, но во время съемок у нас обязательно это будет.
настройка всего света. Можем еще один другой уровень показать. А? Марсианский уровень можем показать. Марсианский уровень? Да. А, ну, Ну, давайте. сделать. Запустишь, да? Сейчас будет, сейчас будет Марс, да? Мгм. Ну, мы сейчас выключим и заново включим. Врубай, ага. Ну, такой трекер. Он получается скорее всего, трехточечный, да? И за счет этого датчики как бы Мгм. выявляют его в пространстве. Да. И вот добро пожаловать на Марс. Настрой гамму, Леха. Во. А, вот изменяется гамма, да? Да, Тоже. гамма света. Чтобы более подходила по тону. И основная фишка, отсюда свет на актера падает. Ну, то есть он стоит, это более яркая сцена, и на него свет падает. И можно будет, допустим, мы также можем, помимо, вот видите экран сам, на нее поставить зеленку, чтобы свет сразу уже был в этом. То есть можете заменить часть Нет, изображения? видите кубик, который за камерой? Ага. Мы можем ее зеленкой сделать, и как бы уже будет технология хромакея, но с правильным цветом. А, Допустим, вы хотите оказаться в лесу, да? И мы выбираем лес, вам не понравилось то, что здесь, можем хромакей накинуть, и вы уже сами находите. а освещение, Представляете? которое Освещение, вверх, которое идет, все отражение и прочее, все грамотно идет на самого актера. Так, вот это интересная сцена, да, сейчас подержи, я сейчас, давайте попробую на телефон, да, снять, если получится. Так. Ой. Телефон тоже, нужно частоту На кадров, да? телефонах, да, Да. надо вот определенным образом настроить. На профессиональных камерах не видны данные. Ну-ну-ну. А тут сыпется в плане Ага. частота экрана, и как бы сложно это сделать. А сейчас задача у вас какая стоит? Или вот мы ее как бы и делаем? Съемку? Ну, пока нет. Мы пока инструментарий налаживаем. Нам надо много изучить по поводу этой технологии. Технология же свежая. Примерно 5 лет ей, чтобы не соврать. Нам надо как бы различные тонкости и нюансы учитывать. Ну, это тот случай, когда 5 лет для кинематографии это достаточно маленький срок, да? То есть Да, но это уже такой шаг вперед, это же другая совершенно технология, да, грубо говоря. Вот. И она уже у нас в городе Якутске есть. допустим, студия «Мандалорца», они сделали конусную форму. А здесь угловой, да? Да, у нас впоследствии, наверное, в скором будущем такая же форма будет. И тогда уже будет полное погружение самого актера и всей этой съемочной команды. Все будут видеть, что происходит. Испытано на себе. Кстати, можно, по-моему, про эту тему мы не рассказывали, да, вот обычный iPhone, да, телефон, и здесь как бы автоматические настройки не всегда хорошо, да, например, видите, идет мерцание, давайте я запишу, вот, идет мерцание экрана, видно вот такие вот как бы пиксели, да, пиксели. Не знаю, кстати, сейчас уйдут они или нет, но вот если использовать такую более-менее программку, здесь есть ручные настройки. Сейчас бы их найти еще. Так, тут потребуется... Так, это... вот они. Все, нашел. Так, 50. Это что такое? Это у нас... 25. Так, но все равно пиксели видно, да? Да, тут именно поднастроить надо. Вот это фокус. Чуть-чуть фокус размыть, если тогда нормально. Ну, напомню, это не профессиональная, да, камера, как бы. Так, более-менее, что-то чуть мутновато, но зато пикселей не видно. Так, и надо сделать угол побольше. Тут, наверное, лучше подойти. Я стою.
Ага. Нормально вам. Так, ну что, сейчас вот попробуем показать примерно, да, как работает. У нас тут вместо профессиональной камеры телефон, чуть-чуть подразмытый. Так, и датчик, наверное, мне, да, взять? А, даже на приближение работает? Да. А, Даже можно подойти и за камушком посмотреть. то есть, грубо говоря, вот если я над телефоном, да, поставлю вот этот Да, датчик. вы можете ее, ну, крепление для телефона как раз. Да-да-да. И вот подхожу поближе, и она сужается, допустим. А отхожу подальше, сцена расширяется. Так, надо что-то оптимальное. Так, увеличить. О, чуть-чуть. И вот я поворачиваю камеру, да, соответственно, вместе с датчиком. И все вот это вот так вместе двигается. А на экране, на видео с телефона кажется, что я вот оглядываю марсианский ландшафт. Ян, можешь встать туда? Так, вот, например. Так, тут проблема теперь с фокусом немножко. Сейчас. Вот так попробуем. Грубо говоря, вот сейчас мы снимаем на 2 камеры. Например, я с камерой, как будто оператор, прохожу вокруг Яна, а весь задний план двигается синхронно с камерой. Даже если я сяду вниз, и вот немного, вот так, видно звездное небо. Вот такой вот примерный, так вот, как бы, если в черновом варианте рассказать, вот такая вот технология. В целом, конечно, все это, когда работает профессиональная камера, выставлен профессиональный свет. И я так понял, что, например, вот у нас здесь песок, да, обратите внимание, песок. И песок должен совпадать Да, по-хорошему вот с цветом ландшафта. с цветом ландшафта, да. И это все возможно сделать, да? Ага, параллельно мы можем наложить сюда реальные объекты. Допустим, в пещере Мамонта, которую вы увидели, мы Ага. наложили сюда кости. Ага. И когда мы снимали, это уже неотличимо было. То есть кость лежит здесь, заходит первобытный человек, например, да? Да. Хватает кость, то есть она реальная, она лежит здесь в студии, а сзади все остальное нарисовано. Ага. По факту можно даже сделать так, что как будто сзади идет мамонт, да? Ну, можно, да. Грубо говоря, прорисовать графики. Да, здорово. Вот такая вот интересная технология. Испытано на себе. Друзья, вот сейчас интересный момент заметили. Вот. Что не видно? Да, кстати, вот датчик, да, скорее всего, сейчас, вот, картинка, как видите, замерла, то есть вот здесь, на этом расстоянии, датчик уже не работает, но, как видите, вся сцена заполнена у нас, да, то есть базовые станции стоят, вот начинает принимать сигнал, и уже можно, так, немного с помехами, да, вот лучше поближе, и вот здесь у нас все это вот так вот работает. Причем, чем дальше находишься, да, тем, например, вот я поднимаю, как бы, взгляд, и я могу заглянуть за, вот, например, там, где корень дерева, да, если, может, камеру поближе подвести. Вот давайте сейчас я вот поднял голову, да, встал на цыпочки, грубо говоря, а теперь присаживаюсь, и вся сцена также, как бы, становится с нижней точки. То есть обработка 3D графики, она достаточно такая серьезная здесь. Это экран вам не Full HD, да? То есть большое количество здесь пикселей, и нужна серьезная обработка. И вот обратите внимание, даже вот как бы на небо поднимаем. Тут видно какие-то галактики, звезды. Но хотелось бы отметить, что вот это, я так понял, чисто для света, да? Для световой сцены. Верхний экран. Класс. А давайте сейчас я покажу, как вообще происходит процесс создания такого уровня. Сейчас мы, допустим, уберем вот эти ангары и вот эту базу. Ага, то есть сделаем более пустынным, да, пейзаж? Ну, в том, да. Хорошо? Да, давайте, очень интересно. Посмотрим. Это нужно нам пройти сюда, да, к компьютеру. Так, это я положу пока.
Леха, зайди и видишь. И удали В целом, друзья, сейчас, да, вот насколько мощные процессы происходят, да, по обработке вот этого цифрового изображения, вот можно слышать по звукам вентилятора вот этого мощного системного блока, да, то есть достаточно такой, сразу чувствуется нагрузка. Сейчас она А можно ли, например, хотя нет, наверное, если, например, взять городской город, например, да, захотеть, то его нужно тут полностью прописать в этом движке, то есть графически, или можно использовать какие-то фотографии, Можно использовать и панорамное фотографии. видео, да, фото. Насчет этого, честно не знаю, наверное, лучше на чем-то другом сделать. Но если про улицу говорить, допустим, участок маленький города, то мы можем ее смоделировать Смоделировать на нам. на движке. Ясно. А это что за приборы? Это процессоры для экранов. Они как бы подключаются к нему и позволяют выводить изображение. Получается, даже основная нагрузка, наверное, на них, да, ложится? Нет, на видеокарты, потому что они подключаются к видеокарте. Ну, они как бы делают экраны этим монитором. Вот эти. Ага. Ага. То есть это на большой экран, например, это на верхний, да? Угу. Сейчас покажем. Так, загрузилась сейчас сцена. А в целом, чтобы вот, ну, работать с этим движком, какое образование нужно или что вообще нужно уметь? Там, по Скорее не программированию? образование, а желание. Желание? Ага. Если, допустим, вы увидели какую-то технологию, загорелись глаза и сели такие делать, то у вас явно что-то получится. Мгм. То есть в целом, допустим, какие-то базовые понятия для, ну там, в 3D-графике той же, да, например, могут как бы спокойно можно уже как бы работать, да, пробовать. Это даже плюсом выйдет. То, что вы знаете, что как работает, Мгм. и уже ориентировочно. А есть ли какая-то библиотека объектов? То Да, есть сеты можно их- есть. Библиотека сетов, она большая. Большая, да? Ага. То есть мы хотим автомобиль там 60-го года, вот он, да? Уже поставил, допустим, на улице стоит. А если и нету, то можно самому сделать. А вот обратите внимание, друзья, сейчас у нас здесь... Вся Вся сцена. сцена. Мы удаляем некоторые объекты. А, все так просто? Да. Пару кликов. Вот нам, допустим, уже луноход сцена не готова. понравился, мы его... А можем вместо лунохода поставить там Жигули, да? Ну, Жигули это не можем пока. То есть, ну, то, что библиотеки Но мы есть, ее да? передвинуть можем, да. Но мы библиотеку именно под этот уровень и сделали. Сеты. Ага. Марсианские именно в тематику. Слушай, ну вообще, ну, то есть, да. Как будто гейм-дизайнер, да? То есть Да. делаешь игру и в целом... Это цветокор, да, идет? Да. То есть можно сделать более синим, да? Более синим, более Любым этим. цветом. Ну, отлично. Устраивается она, да? Нормально? А какой-то вообще другой объект не из марсианского можем туда, да? Что-нибудь такое? Можем череп мамонта закинуть. Тот же самый, да? Допустим, деревья. Давай дерево там поставим. То есть на Марсе у нас сейчас будет зеленое дерево. Не брошифая. European Horn Beach. О, слушай, Ставили. Давай ее побольше сделай и прям по центру. огромным. О, теперь похоже на аватар, да? Да. Слушай, ну ничего себе, вписывается прям сразу. Там видно, да, на Да, камере? да. От нее и тени будут, и это. Нормально видно, да, там? Полностью тени отыгрываются. Вот обратите внимание, вот этот баллок космический, да, вагончик, на нем тень от дерева. То есть, по факту можно, грубо говоря, сейчас, допустим, включить камеру и посидеть под деревом Да. на Марсе. Мгм.
Кстати, я где-то, по-моему, видел, смотрел видео. Похожая вот студия прямо, да, там единственная роботизированная камера была. И как бы главный герой лежал здесь, как будто на скале. То есть его снимают спереди, а внизу у него обрыв. Потом камера двигается, он как будто сбоку, да, то есть, ну, показывает. Потом он так вот как бы встает, как будто, и камера вокруг него ходит. Ну, вот это такая же технология применена. А по видео как будто прямо он там один на скале покоряет горы. Здорово. И сейчас можем запустить на экран, да? Сохрани и запусти. То есть мы сделали вот этот такой достаточно странный проект, например, да, и сохраняем, и он становится как рабочий, да, для экрана. Да. То есть в теории любые сцены, уровни можно создать. Мгм. Испытано на себе. Как видите, друзья, вот та сцена, которую мы использовали в начале нашей передачи, вот сейчас вот таким образом появилась. То есть мы убрали ангар большой, еще что-то, убрали луноход, марсоход и посадили на Марсе вот такое большое красивое дерево, огромное. Похоже на тополь, да, по-моему? Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И этот выпуск, как видите, я веду с Марса. Но самый известный вопрос, есть ли жизнь на Марсе? Друзья, конечно, есть. Смотрите, мы на Марсе нашли настоящее зеленое красивое дерево. Вот оно такое вот симпатичное. И все это стало возможным благодаря возможностям, соответственно, XR-студии, которая недавно открылась в городе Якутске. Находится она в креативном кластере «Квартал труда». И сегодня в рамках нашей передачи мы с ней поближе познакомимся и все вам подробно расскажем. Испытано на себе. Убрал. Прикольно. Да, друзья, слушайте, я пересматриваю сейчас, да, наше вступление. Вот, мы постепенно подошли к этому моменту, и вы видели, как мы сейчас в процессе работы, ребята сейчас тоже осваивают эту технологию. Просто взяли, убрали несколько объектов с сцены и поставили там зеленое дерево. Можно поставить все, что угодно. Это может быть здание, может быть КПДшка, да, то есть на поверхности Марса. Ну и в целом может быть вообще любая, соответственно, сцена, любая, которая требуется для снятия фильма или клипа. Есть ли вообще проект, ну, в планах, не знаешь, снять тут Да, что-то есть, типа естественно. «Мандалорца», Да, не есть, побоюсь этого естественно. слова? Ну, как бы по идее есть, но я не могу вам про это говорить. То есть, ну, это творческие планы, конечно. Я думаю, что мы в скором будущем, наверное, увидим интересные проекты. Ну, по крайней мере, скорее всего, какие-то клипы или еще что-то. То есть это такой достаточно большой шаг вперед для якутского кинематографа и в целом для видеопродакшена. Я так знаю, что сегодня вечером, да, то есть, да, сегодня они должны были с утра снимать, будут сниматься Hitsvine. Да? Что они будут снимать, я думаю, мы увидим уже в ближайшие в течение, там, не знаю, 1, 2, 3 недель. Вот. Ну, в целом, хотелось бы пожелать удачи ребятам. Ян, огромное спасибо за интересную информацию. Прямо хотелось, я до конца не понимал, да, самое главное, сложно понять, как вот это вот, как бы все превращается в интересную картинку. Ну, в рамках нашей программы, да, мы своими там подручными средствами, грубо говоря, телефоном, я думаю, тоже что-то смогли до вас донести. Ну, а я боюсь представить, что можно сделать с этой студией, если снимать, соответственно, на профессиональную технику. Ну что, это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. До новых встреч в эфире. Пока.